Это уже традиция. Гостей на Балтае встречают народными песнями, домашним квасом, пирогами, всем, чем богата национальная кухня. Вкусно! Очень любят гостей, очень любят угощать. И вообще, мордва – хлебосольный народ. Еще одна традиция. Для каждого венок из кленовых листьев. Село Мордовская Кармалка окружено кленовыми лесами, поэтому и плести венок умеет здесь каждый житель. А есть такой способ, когда друг в друга втыкаются листочки и переплетаются веточки. Альметьевск, Черемшан, Казань, Набережные Челны. На празднике творческие коллективы со всей республики. Мы в своей деревне тоже делаем. Да, вот ту субботу у нас в деревне было. Троица, березку наряжаем. Конечно, зима у нас прошла, лето пришло. У нас, значит, семена хватило, чтобы посеять всю землю. Значит, дай Бог, чтобы, значит, нам дождик вовремя было, чтобы на будущий год были у нас хлеба. Балтаю больше 100 лет. Это праздник любви, веселья и народной традиции. Он как окно в мир мордовского этноса. По легенде, старец Балтай, отшельник, жил в этих лесах и однажды решил нарядиться медведем, одев для этого кленовые листья. Видимо, кленовые, они все-таки самые крупные листья. Посмотреть уникальный обряд и поучаствовать в нем приезжают со всей округи, а наряжают медвежью семью всем селом. Для этого обряда из односельчан выбирают 3 парней. Им во время праздника и предстоит стать медвежьей семьей. Их наряжают вот такими кленовыми ветками, так, чтобы получилась пышная шуба. Это олицетворяет благополучие. Здесь рады всем гостям, ведь Балтай – это еще и праздник гостеприимства для всех, какой бы национальности гости не были. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район.